Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. В Горном районе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Уполномоченный по правам ребенка при президенте страны Анна Кузнецова посетила добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. В вахтовом поселке Накын появится 2 новых общежития. Расскажем об этом подробнее. На территории Якутии действует 178 пожаров, 60 из которых тушатся. Об этом сообщил первый заместитель правительства республики Дмитрий Садовников. По официальным данным, за прошедшие сутки локализовано 13 и ликвидировано 6 возгораний. Дмитрий Садовников отметил, что дополнительно обнаружено 11 очагов. На тушении работает 2635 человек и 356 единиц техники. Также было отмечено, что на эти пожары привлечена авиация Минобороны и МЧС. Авиация по тушению пожаров выполняла работы по перевозке людей и средств техники в Кангаласском, Горном и Алекминском районах. Более того, в республику привлечены люди из региональных штабов. Накануне в Якутию прибыл батальон Минобороны Дальневосточного военного округа. Он базируется в Горном районе. Батальон будет разделен на 2 части и будет выдвигаться в Верхневилюйском районе. Основная база работы военных будет базироваться в Горном районе. Также в зоне внимания работы оперативного штаба находится ряд населенных пунктов, которым угрожает пожар. Это Бескёль в Горном районе, Ударник в Тампонском районе, Кылая в Салданском, Салбанцы в Намском, Далыр в Хомустах, Дюльюки в Верхневилюйском районе. На территории Горного Улуса с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 59 пожаров. На сегодняшний день ликвидировано 26 очагов. В зоне обслуживания авиалесоохраны работы ведутся по 11 пожарам. Из них 2 локализовано в Адунинском наслеге и на территории Кировского наслега. В настоящее время сложная обстановка на территории Атамайского наслега. Там действуют 2 крупных пожара. Один из них подошел к селу Бяськуэль на расстоянии примерно 5 километров. Самая сложная обстановка на территории Атамайского наслега. Здесь действует 2 крупных пожара. Это пожар номер 54. Это объединенный пожар 4 пожаров. 9, 34, 53, 54. Они все объединились и единым фронтом, получается, севера села Бескёль подходит непосредственно к селу. Ориентировочно осталось 5 километров до села Бескёль. Также действует 4-й пожар. Это тоже крупный пожар на севере Адунинского и в восточной части Атамайского наслега. Этот пожар находится примерно в 22 километрах от местности Улус-Иги и порядка 10-15 километров от села Бескёль. Инженерная рота Восточного военного округа из более чем 120 военнослужащих отправились в Горные и Верхневилюйские районы для тушения лесных пожаров. Также в течение недели по железной дороге доставят 16 единиц специальной инженерной техники, в том числе путепрокладчики БАТ-2, бульдозеры, эскаваторы и автомобильные тягачи. Инженерные войска выполняют задачи по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий и противотанковых рвов. В мирное время эти подразделения очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последственных техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий. Также сложная обстановка наблюдается в селе Сите. До населенного пункта остается 600 метров. Начали встречный отжиг, по периметру круглосуточное дежурство. Отжиг контролируется. Со вчерашнего дня у кого есть маленькие дети и пожилые люди, своими силами уехали в Сангар и Якутск. Разместились по родственникам. С завтрашнего дня прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров. Ситуация может ухудшиться. В Сите задействовано свыше 100 человек, в том числе 30 тюменцев, 30 добровольцев и
местное население. Из-за задымленности третий день не может пробраться Ми-8 с водосливным устройством. В Якутск прибыла уполномоченный по правам ребенка при президенте страны Анна Кузнецова. В столице региона она посетила добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. Волонтеры поделились, что сегодня необходимо в первую очередь для тушения огня. Кузнецова также вручила добровольцам благодарственные письма за борьбу со стихией. Кроме этого, она вместе с главой региона Айсеном Николаевым проведет совещание по итогам проверки соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в регионе. Также в программе посещения Мандебанской средней общеобразовательной школы, Усть-Алданского улуса и интерната учебного заведения, а также встреча с Советом отцов республики. Когда люди стремятся помогать друг другу, тогда ничего не страшно. Любые катаклизмы, все это преодолимо. Поэтому, если помощь чем-то нужна, я, во-первых, буду рад познакомиться с тем опытом, который здесь реализуется, добровольной волонтерской помощи. Дым в столице республики будет наблюдаться сегодня в течение дня. В город его принес северный ветер со стороны Кобяйского района. Минздрав региона рекомендует избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин при задымлении, держать окна закрытыми в ночные и утренние часы. Особенно утром, когда велика концентрация вредных веществ в воздухе. Людям с хроническими заболеваниями, болезнями сердца и дыхательных путей не следует сокращать дозировку лекарственных препаратов. При ухудшении самочувствия необходимо незамедлительно обратиться к врачу. О погоде в Мирном сейчас на прямой связи нам расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй. Какая у вас там погода сегодня? Есть ли дым и обещают ли дожди? Лера, добрый день. Ну, как вы можете наблюдать, здесь дым все еще стоит. Минувшим вечером здесь и немного прокапало, а сегодня здесь обещают во второй половине дня небольшой дождь. Также осадки на этой неделе будут в конце этой недели. Ну, как нам сообщили в администрации района, сегодня пассажирские самолеты летают, задержек нету. Дорога между районами тоже открыто. На этом у меня все. Такая вот информация из Мирного. Благодарю, Дмитрий, за актуальную информацию. А я напомню, что с нами на прямой связи из Мирного был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Власти республики предварительно договорились о закупке более 1000 тонн сена из Амурской области и более 2000 тонн из Магаданской области. На эти цели Минсельхоз республики предусмотрел 34 миллиона рублей. Решение было принято для того, чтобы исключить нехватку корма во время зимовки. Об этом сообщил вице-премьер региона Михаил Никифоров. В ряде районов Якутии действует режим чрезвычайной ситуации по кормозаготовке из-за засухи и дефицита осадков. Объем годового плана составляет 457 553 тонны сена. На сегодняшний день скошено 114 290 тонн сена. Деловую программу Восточного экономического форума 2021, который пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке, расширили до 4 тематических блоков. Так в программу вошли следующие направления: экономика нового времени, что изменится и что сохранится; Дальний Восток, новые вызовы и возможности; общая ответственность в изменившемся мире и молодежный ВЭФ. Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое запланировано на 3 сентября. В рамках всех блоков будут обсуждены различные вопросы, начиная от развития безуглеродной энергетики и международного распределения труда, заканчивая развитием сельскохозяйственной отрасли. А в вахтовом поселке Накын появится 2 новых общежития для замены аварийных. Каждое на 120 человек. Строительство жилых блоков началось в 2020 году. Корпус номер 1 на начальной стадии строительства. Работы на объекте начались с 1 июня этого года. Задействованы плотники, электросварщики и стропольщики управления капитального строительства. Они установили сваи, сейчас возводят фундамент. Корпус номер 2 уже построен. С 24 мая подрядчик приступил к внутренней отделке здания. Ведутся прокладка коммуникаций, проводниково-кабельной продукции. На 2-м этаже ведутся уже отделочные работы. Укладка плитки по санузлам и душевым, устройство наливных полов, то есть подготовка полностью под чистовую отделку. В августе месяце планируем начинать чистовую отделку. На сентябрь запланирован монтаж оборудования, таких как телевизоры, и установка мебели.
В эти дни в столице республики находится доктор медицинских наук, хирург-онколог из города Москвы Владимир Лядов. Врач посетил онкоцентр Якутска, где проведет обучающие мастер-классы, а также операцию пациента малотравматичным лапароскопическим способом. Новая методика лечения значительно сократит сроки восстановления постоперационных пациентов. Также Владимир Лядов проведет обучающий семинар по фаст-трек восстановлению. Это те пациенты, которые требуют сочетания различных методик. Вот именно об этом уникальность цикла, предложенного якутским коллегам, не только и не столько в технических аспектах выполнения вмешательств, поскольку они на достаточно высоком уровне выполняются здесь, в диспансере, но в том, как выстраивать тактику и лечебные алгоритмы у вот таких нестандартных пациентов, кому на сегодняшний день мы, в общем-то, можем помочь гораздо больше, чем еще 10 и 15 лет назад. Мы продолжаем наш эфир новостью о погоде. Сегодня в столице республики без осадков. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет 26-28 градусов выше 0. Подробнее о том, что стоит ждать жителям республики в ближайшие дни, расскажет Саргалана Неустроева. Прямо сейчас она выходит с нами на прямую связь. Саргалана, здравствуй. Приветствую, Валерия. Приветствую, Валерия. Сейчас в Якутске температура воздуха достигла плюс 24 градусов. Немного ветрено и не слишком жарко. На завтра же синоптики обещают, что температура воздуха днем достигнет плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, без осадков. Ну а ночью уже по-осеннему прохладно, плюс 11, плюс 13 градусов. Что касается прогноза погоды на 6-7 августа в районах республики, то здесь уже синоптики обещают кратковременные дожди в южных, а также в Ленском и Алекминском районах. 6 августа дожди также ожидаются по Колыме, днем по Верхоянию и Лене. 7 августа по Нижней Лене, в Оленёкском и на севере Мирнинского районов. Ветер порывистый 9-14 метров в секунду, на побережье Булунского района и вовсе 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 27 градусов. При дожде плюс 16, плюс 21. На севере холоднее, плюс 8, плюс 13 градусов. К этому часу у меня все. Валерия. Благодарю Саргалана за подробную информацию о погоде. С нами на прямой связи был наш корреспондент Саргалана Неустроева. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.